Мощное землетрясение, произошедшее в центральной Турции и на северо-западе Сирии, стало одним из крупнейших стихийных бедствий за последние 100 лет. Оно унесло жизни тысяч человек, десятки тысяч пострадали и лишились крова. Большая трагедия объединила людей со всей планеты. На чужую беду откликнулись и жители со всех уголков республики. По поручению главы Ингушетии практически в каждом муниципалитете региона открыты пункты сбора помощи. Один из этих центров расположился в столице на стадионе имени Магомеда Парчиева. Пункт сбора помощи открыли 11 февраля. Работники мэрии оперативно организовали помещение на базе стадиона, которое ранее пустовало. Сейчас же оно быстро заполнилось сумками, коробками с вещами и продуктами питания. По ночам температура в разрушенных регионах опускается до минусовой, поэтому в списке необходимого на первом месте теплая одежда. Многие приезжают сюда с вещами только из магазинов. Буквально вчера нам принесли такая верхняя детская одежда. Но она совсем новая, получается. Да, она совсем новая, с этикетками. Мы видим, да, этикетки. Поэтому очень приятно, что наши люди так активно откликнулись на эту беду. Вот такие курточки детские, вот, шапочки. Ну, очень много чего хорошего, то, что пригодится. Это первая помощь. Среди вещей также много обуви для детей и взрослых. Люди несут продукты первой необходимости, одеяла, матрасы, которых тоже пострадавшим остро не хватает. Очень приятно, что активно отозвались не только жители города Магас, но и республики. Остались неравнодушны к этой трагедии. Вот. И прям вот с 11 числа начали приносить помощь. Сегодня, завтра у нас последний день. Люди идут, люди звонят и хотят успеть оказать эту помощь. А это уже пункт приема гуманитарной помощи Назрановского района. Мадина Икажева принесла из дома теплые зимние вещи. Жители приносят не только одежду, но и предметы из списка самых необходимых. Постельное белье, теплые одеяла, светильные наборы, медикаменты и средства гигиены. Среди пострадавших от землетрясения очень много детей, и они очень нуждаются в детском питании, комплектах, средствах гигиены. Так, в Назрановском пункте сбора помощи неравнодушный к чужой беде сегодня доставил целые упаковки памперсов и детских пеленок. Желающие принять участие в акции могут передать вещи с 9 до 18 часов. По 2 центра сбора экстренной гуманитарной помощи работают во всех 9 населенных пунктах Назрановского района. Они организованы на базе домов культуры и местных администраций. И один главный пункт расположился в ДК Назрановского района. Этот пункт у нас уже центральный. Сюда будут свозиться уже со всех населенных пунктов та гуманитарная помощь, что они собрали за эти дни. Всю собранную помощь отправят из населенных пунктов 15 числа в главный сборный центр в Сунже. Здесь все полученное разбирают волонтеры. Также администрация города к расфасовке вещей подключила студентов из образовательных организаций. Сейчас в зоне землетрясения нет газа и воды. Еду люди греют на кострах, поэтому важно отправить продукты с большим сроком годности. Люди в зоне бедствия нуждаются в термосах, спальных мешках, портативных зарядках. В некоторых районах Турции электричество есть. Туда доставят обогреватели и чайники. Жители республики рады возможности помочь и выражают соболезнования родным погибших и выздоровления пострадавшим.
Надо начинать с того, что именно вот, когда сообща решают какую-то проблему, да, только таким образом и возможно любую проблему преодолеть. И когда вот такого рода, такого масштаба происходят какие-то события, да, плохие, только вот с помощью вот общей работы можно как-то решить такие вопросы. Касаемо данного, да, вопроса землетрясений, которые произошли в Турции и в Сирии, только вот сообща и только вот скоординировавшись, можно будет решить такие глобальные вопросы. Там другого варианта быть не может. ممكن بعد شارع ده مارشال طاش مجردي ودي حاجة تدخل ده أختش هم يفتكروا اشتماشي حتى أن الدستو. Ранее глава Ингушетии заявил, что на средства из Национального фонда развития республики будет закуплена зимняя одежда, обувь, лекарства, медоборудование и многое другое. Груз из региона через МЧС направят напрямую в Москву, а оттуда одними спецбортов Минобороны России, Сирию и Турцию. Диана Дударова, Хамзат Халухоев, Новости 24.